С моей точки зрения, самое страшное, на самом деле, уже давно произошло, а именно узурпация государственной власти от имени народа узкой группой заинтересованных лиц в результате принятия Конституции образца 2010 года. Преодолевает ли это новая редакция Конституции? Нет, потому что сохраняется статья 173, которая не допускает отзыва депутата, то есть тем самым не обеспечивается подотчетность перед народом этой власти. Сохраняется статья 70, пункт 2 о абсолютном доминировании пропорциональной системы. То есть тем самым мы все так же отказываемся, продолжаем отказываться от мажоритарной системы. Тем самым мы лишаем 95% нашего народа, которые не являются членами политических партий, тем самым они подвергаются дискриминации по политическим убеждениям, и мы это допускаем. Я хочу сказать о том, что попытка нашего движения Элдик Курултая в порядке народной инициативы обсудить проект Народной Конституции, как вы знаете, завершилась надуманными обвинениями якобы в приготовлении якобы насильственного захвата власти в отношении Дастана Сарагулова и Эрнеста Карапекова. Я могу только одно сказать, что когда мы в течение года, наше движение Элдик Курултай обсуждало с народом все эти вопросы, мы убедились, что крайне необходим перезапуск всего государственного механизма в нашей стране. Поэтому, с моей точки зрения, наиболее оптимально было бы проведение двухэтапного референдума, в котором первым референдумом мы говорим, быть или не быть вообще конституционным изменением, вообще новой Конституции. Вторым референдумом после запуска, после первого референдума проведем конституционное совещание, либо другие какие-то формы, которые следует обсудить. Закончится это принятием новой Конституции, которая нормально приведет берега наши все дела в нашей стране. Если вот с этим обращением, можно обратиться к власти. Если же власть, третье, не примет такой вариант, то я думаю, что нам следует всем обратиться к народу с призывом всереспубликанского бойкота этого референдума, намечаемого референдума. Потому что поскольку я сохраняю последовательность своей позиции, потому что во время прошлых парламентских выборов осенью 2015 года наше движение Элдик Курултай обратилось ко всем гражданам с призывом голосовать против всех. И 12 тысяч голосов, которые проголосовали против всех, свидетельствовало, что мы в самом деле были правы в том, что сейчас происходит. То есть это вообще количество голосов было гораздо больше, чем у тех партий, которые сошли с дистанции, кстати. То есть вот такой порядок предложений, я думаю, предложить на ваше рассмотрение. Спасибо за внимание.